Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана встретился с главой Татарстана. В Туркменистане отметили День дипломатических работников. Посол Туркменистана обсудил сотрудничество с главой Евроньюз и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. В рамках беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего развития двухстороннего партнерства с учетом имеющегося взаимного интереса. Глава государства пригласил Минниханова принять участие в международном форуме в честь ознаменования 30-летия постоянного нейтралитета, который состоится 12 декабря в Ашхабаде. В ходе рабочего визита в Ашхабад глава Татарстана встретился и с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслихаты Гурбангулы Бердумухамедовым. В ходе беседы было подчеркнуто, что на протяжении многих веков народы Туркменистана и Татарстана сохраняют тесные и дружественные связи, а двустороннее туркмено-татарское сотрудничество неуклонно расширяется на принципах добрососедства, дружбы и равноправия. В Ашхабаде состоялась научная конференция, посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана. Глава МИД Рашид Мередов в своем выступлении подчеркнул, что туркменскую дипломатию невозможно рассматривать вне исторического контекста, в отрыве от национального менталитета, традиций и мировоззрений туркменского народа. Он отметил, что дипломатия Туркменистана неразрывно связана с его народом, а нейтралитет является высшим проявлением исторической траектории туркменской государственности как субъекта международных отношений. Президент Сердар Бердумухамедов наградил туркменских дипломатов за большие успехи в деле укрепления государственной независимости и нейтралитета. Знак отличия искусный дипломат Туркменистана по случаю Дня дипломатических работников Туркменистана удостоены посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шигулыев, посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мавламов и генеральный консул Туркменистана в афганском городе Мазари Шариф Базарбай Какабаев. Председатель Меджлиса Туркменистана Дунья Гузельгулманова встретилась с делегацией управления Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Мохаммед Сиссе-Гуроном, руководителем Департамента обеспечения работы Совета по правам человека и договорных органов. В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество между Туркменистаном и ООН, а также перспективы его дальнейшего развития. Гулманова подчеркнула важность работы с международными организациями, особенно со структурами ООН, для выполнения обязательств страны в области прав человека и совершенствования национального законодательства. Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с председателем Совета директоров Евроньюз Педро Варгасом Давидом. В ходе беседы туркменский дипломат представил медиадипломатию страны, акцентировав внимание на активном участии Туркменистана в международном информационном пространстве. Посол отметил значимость предстоящего 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия. Он также рассказал о вкладе страны в региональную стабильность и развитие отношений с Европейским Союзом. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая продвижение туризма и культурного обмена, освещение значимых событий в Туркменистане и возможность включения страны в существующие программы Евроньюз. Анимационная лента из Китая «Нинджа побеждает царя драконов» установила мировой рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов, превзойдя предыдущего лидера «Головоломку 2». Общие сборы картины достигли 1,69 миллиарда долларов, что позволило ей занять 8-ю строчку в списке самых прибыльных фильмов всех времен. Новое исследование выявило серьезное влияние солнцезащитных кремов на морскую среду. Химические ОФ-фильтры, содержащиеся в этих средствах, вызывают деформацию кораллов и их обесцвечивание и негативно влияют на репродуктивные способности рыб. Ученые установили, что при однократном использовании крема человек наносит в среднем 36 граммов средства, причем половина из этого количества смывается в воду. В масштабах пляжа с 1000 отдыхающих это может привести к попаданию в океан до 35 килограммов косметического продукта.
Туркменские теннисистки стартовали с победы в предварительном раунде квалификации мирового первенства среди девочек до 14 лет в бахрейнском городе Иса-Таун, одержав уверенную победу над командой Бангладеш со счетом 3-0. Следующим соперником сборной Туркменистана станет команда Океании. Футболисты Аркадага обыграли Шагадам из Туркменбаши в матче третьего тура Кубка Федерации футбола Туркменистана. Аркадаг одержал третью победу и с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. Шагадам набрал 1 очко и идет на 5-е место. В других встречах тура Ахал со счетом 3-0 разгромил Небичи, а Ашхабад одержал первую победу на турнире, обыграв со счетом 2-0 Мерв. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.